Усім прывітанне, для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. У нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова сёння маім суразмоўцам будзе сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады Максим Багрыцоў. Добрый день, спадар Максим. Здравствуйте. Ну, про что будем говорить? Безумоўна, поговорим про сход, про вашу инициативу, альтернативу усенародному белорусскому сходу. И, может быть, пачнем все ж таки с актуальной падзеі. Гэта адмена чэмпіяната свету по хоккею, перанос, дакладней, з Беларусі. І ўсё вось гэта, што вакол гэтага адбываецца. Ваше стаўленне якога? Вот вы, як чалавек, які шмат гадоў пражыў у США, где хоккей гэта, можно сказать, национальный вид спорту. Вот как вы ставитесь до спорта? Ну, там национальный вид это скорее в Канаде, хотя я фанат Филадельфии, то есть я, в общем-то, много ходил достаточно на хоккей. И, ну, скажем так, у меня не было никаких сомнений, что в Минске чемпионат проводиться не будет. Потому что есть целый ряд вещей, которые для большинства команд и для организаторов был бы совершенно неприемлем. Невозможно проводить такое вот публичное позитивное действие, когда в городе несколько человек не могут собраться попить чая у себя во дворе. Да? То есть невозможно же проводить никаких массовых мероприятий или еще чего-то. И, конечно, на фоне репрессий, на фоне того, сколько есть политзаключенных, на фоне того, что даже есть одна гражданка Швейцарии у нас сегодня, которая признана политзаключенной, насколько я понимаю, я думаю, что не могло идти и речи о проведении хоккейного чемпионата. Это все был вопрос времени. Безусловно, это потребовало от многих групп и Фонда солидарности спортивной, многих других людей, которые все-таки взяли на себя задачу донести это до мирового сообщества. Но вот сомнений, что проводить его будет невозможно, здесь, конечно, у меня никаких не было. Але вот як заявілі, што, маўляў, гэта удар па беларускіх балельшчыках, Баскаў, як там сказаў, што 17 тысяч дзяцей, як мінімум, пакінулі без свята. Вот ўсё ж таки, як вы лічыце, ці атрымалася б зрабіць свята і хто больш перайграў? Болельшчыкі, Беларусь, ці выйграў ад гэтага? Мы же проигрываем не от того, что отменили, перенесли чемпионат мира по хоккею. Мы проигрываем из-за того, что родители этих детей, их отцы, если они вдруг втроем-вчетвером где-то оказались вместе, они могут оказаться в заключении. Мы проигрываем от того, что вот этот уровень репрессий отбирает у нас самые разные праздники. Не только чемпионат мира по хоккею. Тут надо все-таки не переваливать с больной головы на здоровую, а заняться все-таки восстановлением законности, восстановлением права и восстановлением справедливости того, что происходит. А тогда, как следствие, не будут отменяться мировые чемпионаты, не будут переноситься мировые чемпионаты. Калі яшчэ былі развагі перанясуць ці перанясуць, быў такі аргумент на карысць не пераносу, прычым вот з боку апанентаў улады, якія казалі, што чэмпіянатам можна будзе скарыстацца, каб ладзіць вулічныя акцыі, што, маўляў, калі тут столькі будзе замежных гасцей, замежных журналістаў, такіх рэпрэсій, ну, можа быць, улады не дапусцяць, і можна будзе правесці больш-менш спакойна. Конечно, если бы какой-то был вот такой вот мирового масштаба события, да, конечно, на фоне этого события очень сложно было бы скрывать невозможность проведения даже каких-то минимальных, самых что ни на есть неполитичных массовых мероприятий. Как вот мы говорим, там, сбор во дворах или еще что-то. Это скрыть было бы невозможно. И я уверен, что всем бы бросилось это в глаза, насколько до какой степени мы докатились. Это же не норма, когда невозможно собраться у себя. Это же не норма, когда люди не могут выйти на улицу. Это же не норма, когда там ты можешь идти из магазина в воскресенье и тебя задерживают. Поэтому я согласен с людьми, которые об этом говорят, что если бы все-таки чемпионат каким-то образом при ковиде, при всем остальном состоялся, бросилось бы всем в глаза уровень насилия, который здесь есть. Еще раз мировому сообществу было бы это гораздо более очевидно. Насколько сейчас то, что здесь происходит, ненормально. Насколько это совершенно дико.
Яшчэ адзін момант, і учора на гэта намекалі і праўладныя палітолагі, і розныя тэлеграм-каналы, што, маўляў, ну цяпер-то нішто не стрымлівае, і зараз вам тут, як яны там, пратэстуны, рэжым пакажа, як трэба пакой і парадак захоўваць на вуліцах Мінска. Як вы лічыце, узмацняцца рэпрэсіі? Я думаю, что если они усилятся, это будет не связано. Обратите внимание, насколько вот эти политологи, или как их там правильно назвать, насколько они сами себе противоречат. Ведь они же одновременно говорят, что нет никаких репрессий, что все хорошо, что ничего же нет, это всего лишь вот... А сейчас вдруг вот риторика эта вся поменялась. А есть целый ряд, вы наверняка получали комментарии и у себя в программе тоже, есть целый ряд, конечно, сливов, которые идут, которые говорят о том, что мы до дна еще не докатились, и что некоторые люди во власти, кстати, отнюдь не все, давайте тоже не всех под одну гребенку все-таки не считать, что все там, кто сейчас все еще работает вот в провластных структурах, выступают за ту жесть, которую вот за то, что у нас там концлагеря вроде как готовят для нас, дополнительные какие-то вещи. Я думаю, что отнюдь не все внутри власти это поддерживают. Я думаю, что для каждого человека, даже вот, который работает в государственных каких-то предприятиях или структурах, каждый такой вот дополнительный виток эскалации, да, для них это тоже сказывается, и на них это тоже отражается. Потому что это отражается на всем белорусском обществе. Я думаю, это с хоккейным чемпионатом не связано. Если у них есть идеи, как еще поиграть мускулами и оружием, да, ну мы же с вами не можем им это запретить делать, такую глупость. Значит, будут делать, наверное. До рэчы, яшчэ одна тэма, гэта тое, што аб'явілі, ну ці, скажем так, накіравалі дакументы з просьбай аб'явіць у міжнародны вышук Павла Латушку. Вот як вы оцениваете это все? Ну, глупость, конечно, потому что на самом деле не видно абсолютно никаких правовых причин на то, чтобы преследовать Павла Павловича. Понятно, что он сейчас фигура публичная, и объявление его в международный розыск – это не то, что там в европейских странах не знают, кто это такой, и какая может быть причина объявления его в международный розыск. Самое главное, что это дополнительный очередной виток эскалации. Нам-то надо, наоборот, в обратном направлении двигаться, да? И все-таки решать, каким образом можно переводить процесс в политическое русло. И в то, чтобы все-таки как бы эскалация насилия прекращалась. А это как раз тот шаг, который двигается, к сожалению, в сторону дополнительной эскалации. Я не думаю, что Павел Павлович сильно на эту тему будет волноваться, потому что, скорее всего, он и не собирался вот в ближайшее время, до того, как власти покажут, что на самом деле они готовы к диалогу, я не думаю, что он собирался быть на территории Беларуси или России. Это очень жаль, что нас это отодвигает еще дальше от какого-то урегулирования политического кризиса сейчас. До рэчы, яшчэ одна тэма вельмі апошнімі днямі моцна актуалізавалася, асабліва пасля вяртання Навальнага у Россию, и маўляў, ну вот же ж, вот Навальны тут, а вот Тихановская, а Латушка, а вот чаму яны там не вернуцца. Ну, мне, безумоўна, как бы не вельмі хочется там арыентавацца на дзеянні расійскіх нейкіх палітыкаў, это іх расійскае жыццё, у нас свае рэаліі, але ваше меркаванне, тым не менш, мы і да Навальнага не адзін раз з падачы таго ж самага Мацкевіча абмяркоўвалі вось гэтую тэму вяртання Тихановскай у Беларусь. Ваше меркаванне? Ну, во-первых, Владимиру надо лишний раз как бы поаплодировать в том смысле, что я с ним не во всем согласен, но он нас держит в тонусе, выдвигает самые разные идеи. Я надеюсь, что точно так же и люди на стороне власти тоже обращают внимание, потому что многие вещи, о которых он говорит, они имеют смысл, по крайней мере, обсудить, посмотреть, каким образом двигаться дальше. То, что касается возвращения политических активистов, которые были вытеснены за территорию Беларуси, мне кажется, тут очень важных 3 тезиса. Номер 1, то, что каждый человек, учитывая уровень риска, свою семейную ситуацию, все-таки должен принимать это решение сам. Это не, это не наша с вами задача указывать им, как действовать. Но
Что мы должны сделать? Мы должны продолжать показывать властям, что нас здесь большинство, и организовывать легальные в рамках правового поля политические акции, чтобы продолжать показывать, что вот эта ситуация... Чекайте, я удокладню. У рамках якого поля? Ну, какое есть узкое, которое никого не защищает, к сожалению, из нас, но, тем не менее, правового поля, чтобы говорить о том, что это ненормально, заставит нас бояться все-таки всех не получится, нас очень много. И работать над тем, чтобы условия здесь все-таки были созданы для того, чтобы эти люди могли вернуться и участвовать в политическом урегулировании того кризиса, который здесь есть. Я бы на месте властей не смотрел на Светлану как на врага, тем более, что они же сами ее и вытеснили прямо из кабинета председателя ЦИК, как вы знаете, в Литву. Это же не то, что Светлана там каким-то образом перебиралась нелегально через границу. Мало того, еще 15 тысяч долларов дали. Ну да, теперь, видите, собираются расследовать, откуда эти 15 тысяч взялись. Я вообще не знаю, были они или нет, но, конечно, это анекдот. Но сам мы же по не себе. можем не верить. Вот, Ну да. Да, так вот, где у нас, я считаю, в наших руках, это продолжать работу с тем, чтобы все-таки здесь сформировался такой климат, чтобы этим людям власти дали гарантии. Ребята, возвращайтесь, будем решать проблему вместе. Рано или поздно придется это все равно делать. Поэтому я бы скорее сейчас фокусировался на том, что у нас с вами вот в наших руках, находясь в Беларуси, что можно делать, чтобы продолжать вот эту вот повестку дня. И это касается не только людей, которые, конечно, были вытеснены, это касается и политзаключенных, особенно политических активистов, которые на самом деле лидеры народа, лидеры движения. Это касается и Марии, и Максима Знака, и Сергея Тихановского, и Виктора Дмитриевича Бабарика, и всех остальных, которые находятся сейчас в заключении. Это очень-очень-очень важный момент, который у нас должен быть на повестке дня. Но, конечно, решение возвращаться, не возвращаться, как и Навальный принимал это решение сам, мы должны уважать выбор, конечно, каждого человека, потому что у людей есть семьи, дети, здоровье. И, конечно, если есть ощущение, что сразу по пересечении границы их везут в одно из наших СИЗО, ну, я понимаю, я понимаю, что, конечно, у каждого могут быть свои соображения на эту тему. Давайте перейдем нарэшце до асноўнай тэмы нашай сённяшняй размовы запланаванай. Гэта ініцыянаваны координацыйнай радай вами сход. Альтэрнатыва, так бы мовіць, усебеларускаму народнаму сходу. І першае пытанне, увогуле, ці варта было такім чынам вось рэагаваць? Вот улады праводзяць свой усебеларускі сход, а давайте мы проведем такі сход. А улада зробіць вот это, а давайте мы зробім что-нибудь подобное, але альтэрнатыўнае. Вот, может быть, свае нейкія варта было б шукаць. Вот якая мэта? Я насчет то, что надо искать и продолжать развивать свои способы демократии, я, конечно, с этим абсолютно согласен. И если вы обратите внимание, например, какие-то платформы, как тот же «Голос», как средство прямой демократии, он развивается не потому, что у нас проводится какой-то референдум, да? Хотя, в общем-то, если вы обратите внимание, «Голос» — это средство, когда вы можете снять температуру и получить прямой ответ на прямой вопрос, напрямую от народа. А то, что касается схода, то инициаторы вот этой платформы, у них основная идея какая была? В том, что даже несмотря на те репрессии, которые сегодня происходят, даже несмотря на то, что для очень большого количества людей не анонимно высказывать свое мнение сегодня это представляется невозможным из соображений безопасности, есть на территории Беларуси достаточно количество людей, которые продолжают и готовы быть открытыми политическими активистами. И очень много, конечно, критики на эту тему, потому что говорят, ну, ребята, вы тем самым просто инициируете списки на задержание. Но вот вы, Змитер, освещаете политическую жизнь Беларуси не первый год, не первый десяток лет. Да? И вы же понимаете, что этот риск, он здесь был всегда. Но разница в том, что нас сегодня большинство. Мы по-разному можем выражать свое мнение. Кто-то из нас может некомфортно себя чувствовать, выходить на улицу или там разговаривать публично на эту тему. Кто-то сидит у себя на кухне, кто-то разговаривает со своими друзьями, кто-то в анонимном чате. Но мнение же посадить можно человека, идею посадить невозможно.
И эта идея сейчас у нас, чем сильнее нас прессуют, тем сильнее наши идеи как бы у нас в голове. И вот эта платформа – это попытка организаторов дать возможность тем людям, которые готовы публично заявлять о своей позиции, о своем мнении, высказаться об этом и получить поддержку, и показать эту поддержку с помощью электронного голосования. А потом, параллельно с этим, проводя местные собрания, где можно как бы уже в нормальном режиме пообщаться со своими соседями, со своими друзьями, со своими единомышленниками, со своими противниками. Потому что очень важно, что организаторы платформы «Исход», они на самом деле не ставят задачу сделать из этого исключительно оппозиционную или какую-то конкретно контролируемую структуру. Речь идет о том, что там все-таки идеально было бы, чтобы все-таки был открытый диалог людей, которые представляют разные точки зрения. Но по-честному, без манипуляций и без мухляжа, как это делается на провластных, так называемых сейчас диалоговых площадок, как куда людей затаскивают силой. Вот мы тебя освободим, если ты придешь. А вот мы тебе разрешим вернуться в страну, если ты придешь. Вот постоянное вот это тут, понимаете, использование давления и силовых инструментов за того, чтобы... Ну какой же это диалог, когда это под дулом пистолета? Или под угрозой задержания? Ну разве это диалог? Это имитация. Здесь все-таки мы надеемся, что получится построить диалог. Давайте яшчэ вот крышечку по працэдуры. Що ж таки, як дэлегаты сходу, не ўсе беларускага, а вот як тут народнага, скажем так, сходу, як яны вылучаюцца. То есть я прапаную сам, вот я не боюсь заявить про свою позицию, я не боюсь выйти вот и... Сам Змитер Лукашук идет, сам себя выдвигает на районе, на котором вам кажется, он вас его с чем-то связывает на участке. Заявляете публично о своей гражданской позиции, о вопросах, которые с вашей точки зрения важные, и дальше участвуете уже в работе, в выработке повестки и в работе такого собрания. От пачатку я все-таки повинен, ну так бы мовить, собраться, сустрэцца со своими выборщиками на своем выборчем участку, так бы мовить, образно кажучи, там свой дом, там свой микрорайон, ці яшчэ что-нибудь, ці свой коллектив, а потом уже, калі я пераканаў своих выборщиков, что я годны быть делегатом, яны меня выбирают. Все можно делать параллельно. Тут очень важно две вещи сказать, что для того, чтобы выдвинуться, вы идете просто на платформу и выдвигаетесь нажатием кнопки, отвечая на какие-то вопросы, создавая себе профайл и потом записывая видео. А параллельно с этим вы можете и нужно будет, мы будем очень активно предлагать всем становиться инициатором местного собрания, чтобы вот этот вот диалог, он происходил по возможности как онлайн, так и в личном присутствии. Ну, понятно, что есть ковид, и понятно, что на проведение любых собраний надо получать разрешение местных органов, поэтому это все не так просто. Но мы призываем пользоваться вот этим вот движением для того, чтобы все-таки иметь действительно открытое, публичное, всенародное обсуждение тех вопросов, которые вам кажутся важными. Что очень тут тоже вот многие задают вопрос, а какая повестка? Повестку в первую очередь должны, конечно, подтвердить или выдвинуть сами делегаты. Что тут понятно будет важно, что какие-то политические активисты, они, конечно, будут, наверное, более громко и активно предлагать какие-то свои темы для обсуждения, чем другие. Но тут важно, что сами делегаты, сами люди, которые выдвигаются, будут иметь значительный вес в выработке этой повестки. В чем разница с ВНС, например? Мы все с вами знаем сейчас уже, что идет очень активная работа в тайне, чтобы какую-то повестку предложить, и при этом с тем, чтобы потом все приехали и дисциплинированно, единогласно там, или почти единогласно проголосовали за эту повестку. У нас нет задачи таким образом делать. Мы хотим на самом деле, чтобы обсуждение состоялось по-честному и по-настоящему. Ну, вот ведаеце, сам сябе вылучыў кандыдатам, это мне падаецца ўсё ж таки вот и подобно на вот это офіцыйны сход. Вон Мінгарсавет, депутаты собрались, сами сябе обрали, выбрали депутатами всебелорусского сходу. У вас же будет конкуренция. Кроме вас, будем надеяться, на этом участке выдвинутся другие люди. И дальше уже те, кто будут голосовать на этом участке электронно, они выберут, кто выражает их мнение лучше.
посмотрев на вашу позицию гражданскую, посмотрев на те материалы, которые вы положите у себя в профайл, они уже решат, стоит вам быть кандидатом, делегатом или нет. Так что просто так без голосования не получится. Вы кажаце, што кожны дэлегат будзе прагаварваць тыя пытанні, тыя праблемы, якія цікавыя, важныя і яму, і тым людзям, якія яго абіраюць. Такого агульнага абмеркавання, нейкага такой повесткі схода нема? Будет после того, как пройдет голосование электронное. Те люди, за которых проголосуют большинство, те, которые будут на конкурентной основе выдвигаться, у них будет возможность провести какое-то количество сессий. Формат этих сессий мы еще сейчас уточняем, и этот формат, и вообще проведение у людей, которые будут выдвинуты, и за которых проголосуют, у них будет прямая возможность повлиять на то, как процедурно это все будет проходить. Это не то, что кто-то запаковал, дал и сказал: вот, Змитер, будете теперь по моей команде так работать. У вас будет возможность высказать свою точку зрения, что попадает в повестку и как эта работа будет организована. Тут, конечно, очень важно, многие коллеги критикуют нас, что это слишком уж абстрактно звучит и слишком уже отдается полностью на откуп самим делегатам. Нам надо, конечно, будет выдержать баланс предложенным каким-то форматом мероприятия, чтобы все-таки получить конечные конкретные результаты в конце, и в то же время, чтобы этим делегатам не давалось это все в каком-то разжеванном, уже четко прописанном формате, что у них нет возможности повлиять на то, как они сами принимают эти решения. Вы фактычна, можа, і адказалі зараз на пытанне Романа Некста, які піша: навошта гэты сход патрэбны, пытанне пяцігодкі абмяркоўваць. Таксама вярнуліся вы ў Савок следам за Лукашенко. На 5 год пытанне будете абмяркоўваць? Смотрите, тут вопрос, участвовать в том или ином политическом действии или нет, зависит от того, какие у нас есть альтернативы. Да, ближе к концу года у нас будут выборы в местные советы. Вот сейчас в календаре на начало года власти проводят сейчас это Всебелорусское народное собрание. У нас есть достаточно большие затруднения, чтобы проводить какую-то политическую повестку. Как вы знаете, есть трудности с регистрацией политических партий, если это не провластные структуры. Мы же, тем не менее, считаем необходимым проводить политические действия, которые позволяют нам давать обратную связь действующей власти, что то, что сейчас происходит, это ненормально у нас. Есть для них, у нас есть для них что сказать. Есть у нас для них обратная связь по поводу того, как мы живем последние 6 месяцев, по поводу беззакония, по поводу той диктатуры, которая здесь устанавливается, по поводу какой-то непонятного всевластия силовиков, по поводу того, что экономика сейчас чувствует себя очень плохо, и на самом деле, если не начать действовать и не начать работать на улучшение экономической ситуации, бизнес-климата будет еще хуже. И это я только перечислил самое-самое поверхностное. Если посмотреть, я думаю, что разные люди, которые выдвигаются сейчас делегатами, какая у них повестка, эта повестка будет еще длиннее, и вопросов, которые нас на самом деле волнуют, очень много. Людмила піша, цитую на мове оригинала: Багрыцов, не догоняйте Лукашенко и не подставляйте активистов. Займитесь лучше организацией безопасного возвращения Тихановской и Конституционного совета в Беларусь. А вообще ваши аргументы неубедительны. На то и демократия. Аргументы не могут быть убедительны для всех. В провластных структурах аргумент Александра Григорьевича, судя по всему, убеждает все 100% чиновников. Бывает так, оказывается. Сказал самый главный, и тут аргумент стал убедителен. Поэтому уже даже в этом, я думаю, что все-таки сравнивать меня или кого-то другого с Александром Григорьевичем не стоит. А то, что касается подставлять или не подставлять активистов, я повторюсь, наверное, тот же тезис, который я сказал по поводу возвращения Светланы или кого-то еще из-за границы. Я думаю, что у каждого активиста должен быть выбор, каким образом выражать свою гражданскую позицию и каким образом выражать свое отношение к тому, что происходит. Да? Кто-то считает возможным участвовать в движении исключительно анонимно сейчас. И понятно почему. Уровень репрессий абсолютно беспрецедентный. Люди часто боятся сказать свое имя, высказывая самые-самые-самые простые, самые вроде как
очевидные вещи, за которые преследовать нельзя, но у нас за это преследуют. Да? Поэтому я, конечно, не могу давать огульные советы, говорить всем: нет, не бойтесь, все будет хорошо. У нас на сегодняшний день защиты от репрессий, от насилия нет. И то, что вот человек, который задал вопрос мне сейчас по поводу «займитесь организацией безопасного возвращения Светланы и членов Координационного совета», предлагайте варианты. Предлагайте, что можно сделать в этом направлении, естественно, не нарушая закон, потому что я одну вещь могу сказать, что вот что мы точно не будем делать, для меня это достаточно принципиальная позиция, это выступать за какое-то насилие. Это это просто как бы вот для меня персонально это не тот метод, которым, я считаю, можно построить новую Беларусь и можно построить новое свободное государство. Опускаться на тот уровень, на который сегодня позволили опуститься себе власти, я не считаю необходимым, не считаю возможным. Я считаю, что для них рано или поздно наступит момент понимания, что за такие поступки придется отвечать, за нарушение закона придется отвечать, и это тупик. И народ им такого поведения и нарушения закона не простит. Придется за это ответить. Но будем надеяться, что мирными методами удастся создать здесь такую ситуацию, когда будет безопасно возвращение как Светланы, так и всех членов Координационного совета и других активистов обратно в Беларусь. И, конечно, освобождение политзаключенных. Ни на день нельзя забывать о том, что у нас сейчас огромное количество людей, признанных всем миром политзаключенными. До речі, ось нам тут нагадують, що Андрей Курейчик пропановує Світлані атрымаць мандат ААН. От як ви лічыце, мандат ААН ці які-небудзь іншы мандат дапаможа ў нашай сітуацыі? Ну, наверное, один отдельный какой-то мандат или еще что-то нет. Может быть, вы помните, тут была история, когда задержали российского бизнесмена в какой-то момент, который приехал сюда на переговоры с Беларускалием, по-моему, или еще с кем-то. Баумгертнера. Да, и его задержали и как бы посадили в тюрьму. Я думаю, что в этом смысле, наверное, нет. Но с другой стороны, мне кажется, что любая поддержка любой структуры, как внутри Беларуси, так и за границей, она не мешает тоже. Чем больше людей активно, вот возвращаясь даже к теме чемпионата мира по хоккею, любой повод для широкого обсуждения и на мировом масштабе, и внутри Беларуси, и с нашими ближайшими партнерами, с нашими ближайшими соседями, я думаю, что не вредит точно. Ну, а то, что ничто из этого не является железобетонным каким-то аргументом, по которому здесь человека не задержат, я думаю, что тут тоже, наверное, у всех иллюзий, наверное, ни у каких нет. Властям нужно самим себя осознать, что вот эта вот бесконтрольность, она же не приводит к успеху. Ну, чего они добьются таким образом? Ну, загонят они экономику и страну еще дальше в кризис. Но в конце концов, наоборот, надо контролировать вот эти вот свои постоянные желания, использовать силовые методы и силовые структуры. Надо учитывать себя, немножко контролировать от нарушения закона. Рано или поздно мы к этому придем. По-другому не получится. Спадар Максим, а наколькі ўсё ж таки вялікая цікавасць сярод грамадзянаў Беларусі да гэтай ініцыятывы, бо я ведаю, ну, можа быць, нечакана вы там аб'явілі пра гэты сход, але першапачаткова былі тэрміны там канца рэгістрацыі адныя, потым яны пасунуліся тыдні на 2, по-моему. Чаму? Ну, на самом деле, организаторы, которые поставили эту платформу и организовали эту платформу, с самого начала хотели получить обратную связь от потенциальных кандидатов, которые выдвигаются, чтобы и формат, и многие вещи все-таки уточнить по ходу. Тут, наверное, не столько важна конкретная конечная дата, когда это будет закончено, с тем, чтобы по возможности иметь максимальное обсуждение и максимальную обратную связь, как это должно пройти. То есть, понимаете, мы настолько привыкли за 26 лет работать по заранее предопределенным планам, когда никакого ответвления, ни в коем случае никакого отклонения от заранее поставленного приказа нет,
что мы даже когда запускаем какие-то кампании, мы забываем о том, что, так, подождите, сама же цель, сама задача для того, чтобы люди, которые выдвигаются, и люди, которые их поддерживают снизу, максимально формировали и повестку, и процедуру работы. Это очень-очень важно. Учиться демократии нам придется. И каждая такая инициатива и каждое такое политическое действие, оно будет приводить к формированию, обучению и вот формированию гражданского общества. В этом году это не последнее действие, которое мы будем производить. И я надеюсь, что все больше и больше людей будут себя чувствовать безопасно или будут находить для себя возможность публично участвовать в политических действиях и заявлять о своей позиции. Потому что, еще раз повторюсь, я абсолютно убежден, что нас, людей, которые требуют восстановления законности, восстановления справедливости, освобождения политзаключенных, возвращения политических активистов и переговоров о выходе из политического кризиса, нас большинство. Но, конечно, под тем давлением и под теми репрессиями, которые сейчас проходят, сложно для всех, для нас выходить в публичную сферу и заявлять об этом. Это сложно. Максим, и все ж таки, ну вот пройшоў, да прыкладу, сход. Сабраліся там віртуальна ці рэальна людзі, абраныя дэлегаты, прыйшлі да пэўных высноў. Агульнае, да прыкладу, ну, я чыста тэарэтычна, агульнае рашэнне, самае галоўнае, дамагацца вызвалення палітвязняў. Хтосьці кажа, а я яшчэ на сваім вот узроўні хацеў бы дамагацца магчымасці спакойна людзям у двары збірацца, праводзіць вось гэтыя дваравыя сустрэчы, бел-чырвона-белыя сцягі ў окнах спакойна вывешивать. Вот, я вот такое для себя решение принимаю. Молодец. И что далее? Ну, во-первых, тут есть два момента, на которые надо, наверное, обратить внимание. По закону о народных собраниях любые решения таких собраний — это рекомендательный, носит характер для тех, кто готов прислушаться и готов как бы это делать. Собственно, всенародное собрание, вот белорусское собрание, которое проводит власти, там тоже у этого собрания нет мандата, как бы, который обязательно к исполнению. Это может быть рекомендованный мандат, который потом, ну, естественно, как бы уже власть может решить, значит, следовать этому или нет. Да. Усенародны сход прымае рашэнне рэкамендаваць Александру Лукашенку унесці змены ў Канстытуцыю сваім дэкрэтам. Ён кажа, я прислухаўся да рэкамендацыі і ўнёс. Ну, а тут что? Внесение, так вот, интересно, что для того, чтобы внести изменения в Конституцию, вот как раз-таки сейчас коллеги наши проводят целую серию круглых столов, включая как раз-таки и не то что лекцию, а какое-то образование, как в действующей Конституции можно вносить изменения и в действующее законодательство, и как было бы хорошо, если бы все-таки наша Конституция работала в будущем. Да? И очень тут важно помнить, что да, есть процедура, по которой и депутаты, и президент может инициировать референдум и может инициировать внесение изменений в Конституцию. Но только референдум может подтвердить те или иные изменения. Понимаете? Что мы можем сделать? И вот, возвращаясь к вашему примеру, когда какой-то активист считает необходимым, например, внести изменения в наше законодательство и о символике, и, например, о массовых мероприятиях. Очень хорошо. Не самый простой способ, но есть сегодня способ, когда объявляется создание инициативной группы, потом собираются подписи за внесение изменений в действующее законодательство, и потом, насколько я понимаю, путем референдума можно потребовать внесения в действующее законодательство. Это на самом деле очень... Для меня эта идея очень близкая, как раз-таки попытаться изменить наши законы и отменить вот эту всю глупость типа 2334, которая у нас сейчас в административном КоАП, о массовых мероприятиях. Почему? Потому что я не знаю стран в мире, где невозможно мирно собраться и высказать, и выразить свое мнение. Не знаю. Более того, во многих странах, даже когда вот мы видим, там происходит не очень мирное, проходит не очень организованно, не так, как в Беларуси, когда все тапочки снимают, обувь снимают перед тем, как встать на скамейку и мусор за собой убирали. А даже в такой ситуации полиция не имеет права принимать какие-то силы, которые неадекватные.
Понимаете? Поэтому внесение такого изменения в наше законодательство вполне, мне кажется, очень интересная идея. Может быть, и нужно этим заняться уже в этом году, не дожидаясь как бы других каких-то изменений. Просто делать это параллельно. Делать это параллельно, бороться за свои права, требовать изменения законодательства в этом направлении. Ну што ж, сход як чарговая спроба падтрымліваць узровень палітычнай актыўнасці беларусаў ўсё ж таки можа быць і такой неблагі варыянт, скажем так. Ну, паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Дзякуй вялікі. Максим Багрыцоў, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Спасибо.